Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. 30 мая завершится рейтинговое голосование по отбору общественных пространств для благоустройства в следующем году. Федеральный проект формирования комфортной городской среды реализуется по всей стране. Что это за проект и какие общественные пространства участвуют в голосовании? Гостья студии Ирина Алексеева, руководитель управления архитектуры и градостроительства при главе Якутии, главный архитектор Республики Саха-Якутия. Ирина Дмитриевна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите о сути проекта формирования комфортной городской среды. Когда говорим «городская среда», некоторые люди не понимают, речь не идет только о городах, это создание среды во всех городах и селах республики. Это большая глобальная задача. И вот такие, например, мероприятия, как рейтинговое голосование, они проводятся каждый год. Задача этого рейтингового голосования – получить финансирование на такие проекты. Инициатив очень много, пожеланий у городов и сел очень много, но вот каким образом профинансировать эти проекты, если на самом деле уровень финансирования не такой большой. Мы из федерального бюджета получаем ежегодно 267 миллионов рублей, и их распределяем в зависимости от того, какие города и села активнее вовлекают своих жителей. Это одно из самых главных условий программы формирования комфортной городской среды. Какие проекты участвуют в голосовании? Это же касается не только города Якутска. Да, действительно, это проекты благоустройства общественных пространств, это парки, набережные, скверы. И прямое участие людей влияет, ну вот как раз, как я сказала, на получение денег. Например, прошлогодние наши проекты, победители рейтингового голосования, это Сунтары, Нюрба, Майя, Намцы и другие поселения, они уже сегодня вовсю строят. Например, в Мае Комсомольская площадь, в Нюрбе набережная, в Сунтарах центральная площадь, в Намцах набережная и другие проекты появляются благодаря именно участию людей. Расскажите о проектах, участвующих в голосовании в столице региона. В этом году вообще участвует в рейтинговом голосовании 17 муниципалитетов. Ну и понятно, что Якутск, столица республики, заявилась с самым большим количеством проектов, за которые люди могут проголосовать. Это 5 территорий. Основные лидеры сегодня, о которых, наверное, уже надо говорить, это благоустройство набережной озера Сайсары и благоустройство набережной Романа Дмитриева. Это на самом деле очень важные территории для города Якутска. Например, набережное озеро Сайсары – это огромный район Сайсарский, где, к сожалению, до сих пор нет хороших территорий, где люди могут отдыхать. Это сквер Матери, это место, куда ежедневно приходит большое количество людей, и они требуют, конечно, особого внимания. Кто может голосовать, ну и как это нужно сделать? Голосовать могут все жители старше 14 лет. Вот. В Якутске, например, такая цифра сегодня – 276 тысяч человек могут проголосовать. Вот. Ну, понятно, что это очень большая цифра. У нас есть установленный KPI, сколько, например, там, процентов, 14, по-моему, 38 659 человек. Хорошо было бы проголосовали в городе Якутске. На сегодня цифра 16 167. То есть Якутск, например, набрал всего 42% от плана. Понятно, что это большой город. У нас лидеры голосования сегодня это Татинский наслег, село Отыкёль, Сунтары. Там проголосовали практически все люди, все население старше 14 лет. Например, вот в Татинском Улусе, в Отыкёле 4884 человека могут проголосовать, а проголосовали уже 4142 человека. Это при небольшом таком населении активность очень сильно действительно влияет на то, как люди воспринимают сегодня потребность в благоустройстве и в комфорте. Конкурс реализовывался и ранее. Какие проекты в регионе уже получали финансирование в прошлые годы? Но у нас за 3 года реализовано 30 общественных пространств. Самые крупные, самые сегодня востребованные, это, конечно, проекты победителей конкурса «Малые города и исторические поселения». Буквально вот в прошлую субботу мы проводили в городе Покровске на набережной, благоустроенной за счет средств этой программы, День ледохода. Замечательный праздник, когда огромное количество людей наконец-то увидело, какая набережная благоустроена и какие возможности там открылись и для самих жителей, и для малого среднего бизнеса, и самое главное для гостей этого города, развития туризма с видами на прекрасную реку. Ледоход шел, и все могли и любоваться ледоходом, и очень комфортно, уютно проводить время. Вы уже озвучили некоторые цифры, но все же как проходит голосование, насколько активно подключились к голосованию жители региона? Ну вот на сегодня, еще раз, у нас KPI поставлен 65 тысяч человек. Важно, чтобы эта цифра была для того, чтобы мы подтвердили потребность именно в федеральном финансировании. Вот на сегодня проголосовали 46 тысяч человек. Вот надо еще до 30 мая нам активизироваться
и еще 20 тысяч голосов набрать для того, чтобы подтвердить, что действительно Республика Саха-Якутия вовлечена в этот процесс, и люди действительно нуждаются, и люди, просто людям очень, все хотят, но не понимают, как могут быть, как каждый из нас может участвовать. Это можно сделать нажатием одной кнопки. Проголосовать, зайти на сайт 14городсреда.ру, найти свой город, кроме Якутска, как я сказала, здесь 17 у нас поселений, и проголосовать за ту территорию, которую люди считают нужным для себя сегодня быстрее благоустроить. Расскажите все-таки подробнее, на кого нацелен этот проект, наверняка на жителей регионов, да? Да, конечно, он прежде всего нацелен на жителей, причем мы все эти общественные пространства делаем функционально очень разнообразными. То есть это должна быть зона отдыха для всех категорий граждан, начиная от маленьких детей, заканчивая пожилым возрастом. И разнообразие вот тех функций, которые можно осуществлять, услуги, сервисов на таких территориях, оно, конечно, очень широкое. Это и, например, в рамках благоустройства общественных пространств у нас строятся иногда и павильоны какие-то круглогодичные, где может заходить бизнес, где, например, вот в городе Нюрба, когда мы парк благоустроили, люди узнали, что такое хороший, качественный кофе, и уже сегодня приходят с удовольствием с утра попить кофе, сделать пробежку, погулять с детьми, вечером там прийти на какую-то концертную программу. То есть это все очень работающие и очень эффективные как раз как бы инструменты для того, чтобы люди получали тот комфорт и то качество жизни, которого достойны. Вернемся к подготовке к проектам. Как их готовят? Это вообще чья инициатива? Инициатива муниципалитетов или самих местных жителей? Действительно, инициатива вообще идет в первую очередь от жителей. Очень важно, чтобы власти прислушивались к этому. Понятно, что есть программное финансирование, и главы очень сегодня большую работу проводят для того, чтобы финансирование добиться. Но мало финансирования, важно понимать, как потом с этими территориями работать. И важно доверие профессиональному сообществу, например, работа очень плотная с архитекторами. Очень важно же сегодня делать современные, интересные решения, эстетически привлекательные, удобные, функциональные. И здесь, конечно, зависит от того, как команды на местах умеют построить вот эту коммуникацию с жителями, с профессиональным сообществом и выстраиванием команды администрации самой. Ну, в Якутии есть уже успешный опыт участия в данном проекте. Например, Сунтарский район, там привлекли значительные суммы. Расскажите об опыте Сунтарского района. Сунтарский, вот село Сунтары прошлый год впервые они получили эту возможность, и показав, насколько администрация может работать с людьми, они обеспечили такую соревновательность в этом рейтинговом голосовании. Например, они с городом Нюрбой наравне. Если Нюрба все-таки у нас опытный игрок, они уже не первый год получают такое финансирование. Сунтары в прошлом году, поняв, что это действительно работает, такую работу провели, когда проголосовало огромное количество людей. И вот сегодня центральная площадь в селе Сунтары, уже определен подрядчик, уже завезены материалы, уже вовсю идет демонтаж этой территории. Буквально осенью мы увидим результаты этой работы. И еще хочется отметить, что Сунтары, вот, знаете, когда люди понимают, что такое рейтинговое голосование, что такое эта программа, они не останавливаются на достигнутом. Вот вы обратите внимание, что Сунтары в этом году вторые после Итыкёля по участию в рейтинговом голосовании. У них проголосовало уже 5296 человек. И это очень здорово, это как раз вовлечение. Я думаю, что вот как раз показатель работы, еще раз, не просто администрации, а умение вовлечь людей, увлечь людей, показать результаты. И я более чем уверена, что это можно сделать в любом районе. У нас же еще и арктические территории также активно участвуют. Например, мы реализовали проекты в Верхоянске, в Среднеколымске. У нас есть арктические территории, в которых тоже такие проекты реализовываются. Ну, конечно, каждому населенному пункту нужны красивые места, такие эстетические, приятные, куда хочется выйти, прогуляться. А что еще даст районам или поселкам участие в данном проекте? Ну, вообще, на самом деле, это прежде всего, конечно, уровень жизни людей. Это связано еще и с такими пониманиями, например, как экономика. Когда, смотрите, очень хорошая как бы цепочка образуется. Мало запроектировать, мало построить. Важно, как потом жизненный цикл этих объектов будет строиться. И здесь очень важно, как администрации потом будут выстраивать саму жизнь этих общественных пространств. То есть нужно планировать территорию так, чтобы людям было интересно туда приходить. Вот, как я уже сказала, это может быть и разные сообщества для молодежи, для детей, для подростков, где-то пробежки, где-то дискуссии, где-то, не знаю, там показ фильмов. И если обеспечить поток людей, тут же придет бизнес, потому что там, где много людей, это обязательно услуги.
начиная с общественного туалета, заканчивая там общепитом, это потребность самая необходимая. А как только приходит бизнес, у муниципалитета появляется доходная часть. И тогда появляется инструмент содержания этих территорий. Не возникает вопросов, кто же эту территорию будет потом содержать, кто будет поливать зеленые насаждения. То есть работа с бизнесом через социокультурное программирование – это такой инструмент, который позволяет сегодня даже в условиях ограниченного бюджета очень грамотно осуществлять вот эту политику именно повышения комфорта и качества жизни людей. Теперь о самих проектах участников этого года, как их разрабатывают, может быть, кого-то привлекают, или это подготовка идет силами местных жителей? Ну, подготовка идет по-разному, но сейчас все прекрасно знают, что у нас в республике создан специальный центр компетенций по вопросам городской среды. Назвали мы его «Лето Якутия», чтобы было проще, потому что слово «центр компетенций» уже само по себе усложняет. Любой житель, любой глава может обратиться к нам сюда, в «Лето Якутия», и мы помогаем и разрабатывать такие проекты. Мы помогаем осуществить коммуникации между проектными компаниями, архитекторами, дизайнерами и администрациями. Мы помогаем с глубинными исследованиями, потому что сделать проект – это не просто нарисовать картинку, это надо понять, для кого, что и как сделать. И здесь как раз вот методология соучаствующего проектирования – это то, что мы сегодня активно применяем здесь в республике. И по каждому населенному пункту очень такие, в общем, достаточно серьезные работы идут. И вот чем лучше подготовлен проект, тем лучше результат. Ну и в завершении нашей беседы напомните еще раз, кто может проголосовать, где нужно голосовать. Ну и можно ли голосовать несколько раз, или каждый человек может проголосовать только один раз? Проголосовать можно один раз по месту прописки на портале 14городсреда.ру, выбрать свой населенный пункт, выбрать ту территорию, за которую вы хотите отдать голос. Это можно сделать через госуслуги жителей старше 14 лет. До 30 мая мы призываем всех активно участвовать в этом рейтинговом голосовании и таким образом вовлечься в процесс улучшения нашей жизни. Сколько у нас голосов еще не хватает? 20 тысяч. 20 тысяч голосов за 5 дней Якутию нужно набрать. Да. Что ж, Ирина Дмитриевна, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Будем надеяться, наши телезрители нас услышат и активно подключатся к этому голосованию. Спасибо. Но я напомню, вы смотрели актуальное интервью, оставайтесь на нашем канале.